Всем привет, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24. Вы смотрите очередной выпуск программы «Мы вам покажем». Сегодня мы находимся в потрясающем волшебном месте. И это кукольная мастерская. Рядом со мной находятся практически живые куклы. Глядя на них, прям кажется, что вот-вот они откроют глаза и начнут говорить. И рядом со мной находится Наталья Ивановна. Наталья Ивановна является мастером на все руки. И это ее талантливых рук дело. Здравствуйте, Наталья Ивановна. Здравствуйте. Ну, немножечко давайте расскажите о том, как вы начинали этот путь, из чего вдруг пришло вам в голову сотворить первую маленькую куклу. Совершенно случайно у соседки увидела куклу Попика. Такие маленькие куколки были. И решила сделать своему мужу подарок на День Валентина. Угу. И вот эта вот маленькая первая куколка была подарком ему. Вот так. Когда это было? Сколько лет назад? 4 года назад. То есть вот она. Вот такая Валентинка оригинальная, дорогие друзья, да? Да. И то есть 4 года назад решили сделать первую. Да, такая страшненькая, неудачненькая, но первая, любимая, и как подарок остался. И потом постепенно, потихоньку стала в интернете просматривать мастер-классы, покупать мастер-классы. Училась у таких знаменитостей, как Елена Лаврентьева, Елена Сухорукова. Вот. Ну, потом, значит, когда уже куклы стали разъезжаться практически по всему миру, вот, и за границу, и Владивосток, Хабаровск, Находка, все наш Приморский край, я решила попробовать уже текстильных куколок. То есть это вот такие куколки, набитые тоже синтепоном, но сшиты из ткани. А тот попик был из чего сшит? Сшиты из обыкновенных вот колготочек. Вот такие колготочки, которые мы заказываем в Москве. Это не обычные колготки, которые носят наши женщины. А когда вот только промышленность, видимо, начиналась, это такие были из полиамида. И совсем маленькое количество эластана, вот, которые женщины одевают, они растягиваются. Эти колготки, их можно даже вот достать, посмотреть. Да? Да. Вот так, то есть используют простые колготки, но их еще и не найти. То есть это не совсем простые колготки. Они обыкновенные колготки, но они очень хорошо вот тянутся и не блестят. То есть нет лайкры той самой, да? Да. И вот из такого капрона сделаны какие куколки у нас? Это вот Дед Мороз, вот эти все, это уже вот эта вот кукла с применением валяния, специальные иголочки, вот та кукла. Какая? В зеленом? Певица. Певица. Так, посмотрим. Вот певица. Обратите внимание, дорогие друзья. Здесь... Она сваленная, у нее такое плотное лицо. Это уже специальной иголкой валяется лицо. Нос прорабатывается, губы, все. Каждый пальчик здесь гнется, может всяко разное. То есть можно и даже вот так сделать. Всяко разное. Но а все равно вот это вот так самая кожа куклы, как будто бы, да? Это капрон. Капрон. Вот так. Капрон, внутри наполнитель синтепон. Тоже с Москвы заказывают. Такой специальный, вот такой синтепон наверху видно, да? Вот. Потому что китайский синтепон, который продается здесь, он не подходит. Почему? Что с ним происходит? Ну вот мы пробовали, купила целый большой рулон, там он проклеенный немножко, там попадается клей, и на лице сразу выступают такие, как пятна. Даже вот так, да? Хорошо, то есть вот у вас вы, получается, делаете кукол из капрона, либо тканевые, да? Да. Это вот. А сейчас в последнее время, значит, я увлеклась лепкой из пластика. Это Living Doll, который запекается вот в специальных, или в духовке, или, значит, вот у меня аэрогриль. Потом раскрашивается акварельными красками. Вот у меня тут. То есть, смотрите, здесь уже лицо вот пластиковое, да? Да. Обратите внимание. Это уже третий вариант ваших куколок, да? Да. Но здесь только вы делаете голову, да, из пластика и ручки с ножками. Ручки, да. А туловище куклы? Туловище, наполнитель синтепон, опять же. Каркас. У меня муж как электрик бывший. И тут всяких проводов у меня достаточно. Множество, да? Да, это тоже, значит, вот будуарная куколка, болтушка называется. Она может сидеть,
принимать разные позы. И тоже лицо пластиковое, да, ручки, ножки. туловище. Да, я тут и обувщик, сами делаем эти, обувь. Наталья Ивановна, ну примерно мы уже понимаем, из чего вы делаете кукол, но наш проект называется «Мы вам покажем». То есть мы должны нашим зрителям показать весь процесс сборки. Возможно, после этого у кого-то из них появится желание повторить это в домашних условиях. Поэтому мы сейчас такой должны небольшой мастер-класс показать, как вы делаете кукол. Так, ну вот для начала, значит, мы делаем каркас куклы. Это берется проволока, ну, делается ручки, ну, как обычно, ручки, ножки. А здесь из пеноплекса можно вырезать туловище. Или же просто сшить мешочек такой, заполнить его синтепоном или песком даже. Песком. Да. Ну и потом, значит, здесь вот лепятся, ну, с любого пластика лепятся ножки. Они потом вот так вот вклеиваются сюда. Вот так вот. И, значит, голова. Самое главное — это голова. Самое сложное, да? Да, самое сложное. Ну, это я училась тоже у мастеров в интернете. Самое главное — это вот голова запекается, лепится вот так вот. Нож, так, там все это. Это у нас пластик, это не глина. Это пластик, да. А как выглядит пластик вообще? Он как пластилин? Нет, вот откройте вот эту вот. Вот это? Нет, верхний. 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 Аккуратно. Ага, вот. Вот Вот, это? да, это вот запекаемый пластик. Вот здесь вот рядом еще лежит, значит, у меня такая большая фимо. Вот это? Это, да, это самозастывающий пластик. Фима, он, значит, в течение суток отвердевает. Но с него лепить проще, конечно. Проще, да? Да, да. То есть вы берете просто кусочек пластика и как с пластилином потом работаете, Да, да? просто лепите, ну как, голову обыкновенно. Внутрь еще вставляет обязательно, ну, чтобы много пластика. Вот этот вот Living-Doll, он очень дорогой. Вот почти такая упаковка в полкилограмма стоит 1500 рублей. Ой, и чтобы сэкономить, вы? Значит, туда делаем такой шарик из фольги. И уже потом, когда фольгу протыкаем там на эту, и уже сверху налаживаем пластик. И, значит, вот такими всякими разными инструментами, которые вот у меня тут есть. А, это такие творческие, да, у вас? В основном зубопротезные. А, это зубопротезные. Гляньте, посмотрите, Наталья Ивановна, какие Есть, инструменты, да? Вот это вот зубной обязательно. Вот здесь такая лопаточка. И вот такими там движениями уже выглаживаешь, ну, веки, формируешь, да, веки, глаза, ушки. Вот. Вот смотрите, гляньте вот на вот эту пластиковую голову. Да? Только посмотрите, дорогие друзья, откуда вы знаете, где должны находиться глаза, как должен выглядеть нос. Наталья Ивановна, вот для меня это просто, я бы сделала просто одну дырочку, это не выглядело бы У меня так. тоже нет художественного образования, я просто в интернете есть уроки по лепке, анатомии, по лепке. Все это раньше никогда не обращала на человека внимания, а сейчас уже вот смотрю на лицо и думаю, ага, вот как глаза так сделаны, нос, как... И все это перевожу уже сюда. Вот. Так, то есть вот это ваши основные инструменты, это вот этот такой кошелечек, Кошелечек. Да? Обязательно пластик. Да. Иголки, нитки, иголки, естественно. нитки. Вот. Потом, значит, вот эта голова, ну, здесь вставляется сюда. Здесь у меня сейчас не вставится, потому что я буду это готовить. Она потом будет, вот это я, конечно... Обрежете. Да, кусачками разрежу, оно разрезано уже. Вот. Вставляется сюда, закрепляется вот в этой дырочке и наклеиваются потом сверху волосы. Волос, значит, ну здесь у обычных таких кукол они разные, шерсть для валяния и такие нитки распушиваешь просто их. Обыкновенный мех натуральный. Разные
Это вот искусственные. Вот здесь искусственные, да, вот это мадам. Да, трессы у нее приклеены. Да, вот да. У Яшки нашего тоже искусственные вот так трессы. Вот, да? Так, ну одежду вы шьете сами из того, что есть, да? Да. Вот у Яшки мы видим такой прям. Это из носков свитер сделанный. Обыкновенные носки, теплые. И сделан такой вот в общем, свитерок. У вас в доме ничего не пропадает, да? Нет, ничего. Мне вот приносят старые шапки, одежду, воротники, да? Все это идет, да, одежду. Все впрок, все в дело, да? Да, все в дело. А вот зубки вы из чего делаете? Зубки это тоже запекаемый пластик, и потом уже вклеивается сюда. А глазки? Вот у некоторых кукол прямо-таки, вот гляньте вот на вот этого, да, персонажа, у него прямо-таки живые глаза. Вот у меня есть там в них разные глаза. Ну-ка посмотрим. О боже! Посмотрите, да? Ну, здесь это такие, там еще нижние. Это здесь я в Якутске покупала в магазине «Три сестры». Все для творчества. Это не в рамках рекламы, да, но у них они находятся в доме быта, у них очень хорошие глазки. О, вот. А вот это мы заказываем, да, из Москвы я заказываю. Здесь вот большие глазки рыбки такие. Ну, то есть это, в принципе, доступно, да, сейчас? Да. И таким образом кукла оживает? Да. Но лучше, конечно, расписывать вот у пластика, лучше расписывать самим, потому что пластик запекается когда, а пластмассовые глаза, они не выдерживают. Вот такие вот могут выдержать, потому что это стекло сверху, кабошон. А вот сказали вы, вот этот пластик используете для лепки голов, ручек и ножек, да? Вы запекаете его в духовом шкафу при температуре сколько градусов? 130 градусов, где-то полчаса. 25, 20, 30 минут. И получается, ну, в принципе, тут понятно. А как вы придаете форму вот лицу, когда делаете из капрона? Вот у него же вмятина, это все ниточкой просто затягивается? Это все, да, это все делается утяжками. Например, здесь иголочкой берем иголочку, и все, и пошло. Здесь зашли, там вышли. Получается потом при стягивании капрон, складочка такая. И все это очень легко и просто. Вот так, дорогие друзья. Это все легко и просто, да? То есть вот эти все складочки сделать проще простого. Проще простого. Хорошо, ну а помните, для вас вот самая дорогая кукла из этих персонажей кто? Ой, ну, наверное, вот этот гномик у меня. Потому что это первый лепной из самоотвердевающей массы. Я еще тогда вообще не знала, как это все лепить. И видите, вот у меня, когда я слепила, он у меня треснул. Ой, какая досада, да? Обратите внимание, вот, треснул. Да, потому что я же не знала, что внутри должно быть что-то такое, ну, на что налепливаться. А такой большой комок, он когда при высыхании, он, естественно, треснул. А для этого вы туда внутрь Да, фольгу заделывают, чтобы вот он не растрескивался. Если тонким слоем наносить, тогда оно будет меньше растрескиваться. То есть для тех телезрителей, кто хочет начать делать куклы своими руками, мы посоветуем сначала начать, наверное, с самого простого. Это вот, с капроновых, да? Капроновых, да. Вот таких капроновых, да? Да. Соответственно, делайте каркас, как мы вам говорили, да? Да. Наполняйте синтепоном. Синтепоном. Прямо можете оборачивать синтепоном весь этот каркас. Здесь вот тоже немножко есть, видите, синтепона, чтобы вот он, чтобы... Ну, не на голую проволоку. Да, не на голую проволоку. Ну и потом делайте утяжки, натяжки, чтобы появились щечки, морщинки, да? Самое простое, это вот носик просто слепил, ну как в синтепон. Шарик сделал? Да, покажите, покажу. Да, лучше показать. Синтепон. Кусочек оторвите синтепон.
Или как же его оторвать? Да, прямо вот этот, да. Вот так прям? Да, да. Вот носик, если боитесь, что не получится, там, ну, тяжкие эти, вот просто взяли кусочек синтепона, завернули его в колготку, оттянули вот так вот и сверху ниточкой. Вот вам и готовый носик. Пришили его. Пришили его уже, все. Все. Глазки. Глазки приклеили пластиковые. Главное, перед этим нужно сделать утяжку, чтобы появилось Да, туда такое вмятинка, глазное, да. да, дно, вмятина такая. Приклеили глазик. Волосы. То же самое, волосы приклеиваются. Мгм. В общем-то, и из подручных материалов, из старой рубашки сшили ему такой кафтан. Да. Всё. Это все просто. Я тоже думала, что это очень сложно, Мгм. что будет не получится, у меня нету там никаких художественных этих, я не смогу ни нарисовать, Мгм. ну все получилось. Все получилось. Да. А на сегодняшний день, может быть, мечтаете создать какую-то куклу? Есть у вас мечта? Да. У меня есть мечта, я хочу сделать ангела, Мгм. который, ну как, с композицией, чтобы был домик, М. и он как оберегает этот дом, вот он наклоняется над ним. И то есть, и это будет тоже Это будет пластиковый. пластиковый, да? Ну, то есть, а вообще для удобства вы используете, вот, чтобы туловище было мягкое, синтепона? Или все-таки из пластика всю куклу можно сделать, но это Это будет проблематично? очень дорого. Дорого. Да, очень дорого. То есть в целях экономии вы Да. делаете туловище из проволоки и синтепона. Но зато удобно же, смотрите, ноги могут сгибаться. Да, да? он может сидеть, может стоять. Наталья Ивановна, а вот здесь находится интересный такой домик. Ну, я догадываюсь, что, но нам нужно бы рассказать, из чего он сделан. Но это у меня в работе пока. Мгм. Вот я хочу сделать, значит, домик Бабы Яги, избушка на курьих ножках. Мгм. Сам он сделан из картона. Вот эти вот все бревнышки, это что, Бревнышки. Это обыкновенная бумага А4, покрашенная, сделанная в рулончик, закатанная, покрашенная акриловыми красками. Вот. И, значит, вот сейчас я делаю Бабу-Ягу. Такая тоже на каркасе. картон? Мгм. Какая кропотливая работа, гляньте. То есть Да. свернуть нужно вот эти листочки А4 все, да, покрасить их, да? Но еще это еще не доделано, это еще все будет в покраске, все будет вот в таких вот, видите, как паутинка. Здесь будет мох наклеенный, раскрашено будет коричневым цветом, будет сидеть паучок на этом. Красота. Да. Так, Ну и и делайте бабу ёшку туда. Бабку ёшку, да? Вот сама Баба Яга, Мгм. вот такие маленькие у нее ножки будут. Здесь, значит, они будут вставляться. Это тоже все еще в работе. Мгм. Ой. Ну и ручки. Она будет держать метлу. То есть вы тоже заранее испекли все ручки. Да, вот я сегодня как раз запекала, перед Ага. тем, как вы приехали. Она будет держать метлу возле этого домика. Вот такая будет. При изготовлении этой бабки ёшки все та же система, да? Да, каркас, синтепон. Но здесь у нее еще будут штанишки одеты, как положено. Все это еще пока в работе. Будет сидеть черный кот возле нее, тоже буду запекать из пластика, потом раскрашивать черной краской. Вы только поглядите, да, обратите внимание, человек не имеет художественного образования. Не рисовала, да, никогда? Нет. Стихи не писала. Писала? Писала в детстве, наверное. Танцевали? Нет, я пела в казачьем хоре 25 лет. Вот так вот. То есть все-таки в душе это творчество вас жило. Да, да. И теперь ушли вот в такое Да. прикладное искусство. Ну, дети все выросли, делать что-то надо, дома сидеть просто так возле телевизора не хочется, поэтому вот занялась. Но ваша работа уже известна не только на территории республики, да, но и за ее пределами, да? Да, То есть вот такая молва о вас быстро разлетелась, да? да. Ну а вообще, как вы считаете, почему вот эти игрушки, они сейчас в цене? Потому что это ручная работа, а ручная работа всегда ценилась. Это же эксклюзив. Если, например, вот у нас очень много мы игрушек сделали на подарки. Идешь на свадьбу и делаешь жениха, невесту там,
И уже раз преподносится, это очень интересно. Есть у меня вот недавно как раз уехала кукла, мини-бар называется, был рыбачок такой, сидит на бревне с удочкой, его открываешь, а там бутылочка стоит внутри. То есть даже вот такой можно делать? Да, уехала в Приморье. А возможно ли вам сделать куклу с изображением человека? Вот прям лицо можете переместить на куклу? Ну, немножко в мультяшном виде, конечно, но черты лица, чтобы были узнаваемы. Можно, конечно, все можно сделать. То есть даже такое возможно? Да, и даже иногда кажется, что они оживают ночью. Вот я только и хотела сказать. Мы находимся в мастерской, здесь столько кукол. И я думаю, спросить, не спросить. А бывает такое, что слышите, что кто-то разговаривает или нет? Разговаривать нет, но что-то брякает. Такое бывает. То есть куклы оживают в полночь. Еще какие материалы можно использовать при изготовлении кукол? Я вижу, вот здесь вы используете совершенно другой. Это фоамиран, ну, для изготовления всяких цветочков там, как аксессуары. Вот ему там в ручку дал, он держит. Вот, держать. Тоже пробовала. Но давайте все-таки заострим внимание на том самом капроне. Даже из эластичного капрона можно сделать, но просто он будет блестеть. Блестки такие будут. А вам нужны такие матовые, да? Да, а этот капрон, он и тянется лучше. Тот с эластаном, он такой более упругий. Но все равно можно сделать из него, если захотите. А раскрашиваете чем вы? Ну, специальные краски у меня. По ткани, да? Нет, для ткани? Да, акриловые по ткани есть, акриловые есть просто для росписи вот таких вот обыкновенных кукол, то обычная акриловая краска. Вот. Я вам покажу тут. Ой, есть. Да, это Баба-Яга наша. Бабка-ёшка есть. Да, вот тапочки у нее нашей внучки. Посмотрите, пожалуйста, дорогие друзья, как мило. И тапочки внучки пригодились даже, да? Ну. Такая замечательная бабка-ёшка. С метлой-то она, все при ней, да? Вот это шарнирная кукла. Я обучалась, ходила на курсы к нашей якутской мастерице Каролине Петровны Парфеновой. Она занимается изготовлением таких шарнирных кукол. Они ездили даже в Москву с коллекцией Тыгын-Дархан на выставке московскую. Вот. И вот я у нее обучалась, проходила курсы такие. Это такая подвижная кукла. Сейчас раздену ее. Вот. Она вся. То есть вы и такое умеете делать? Да, уже умею. А у нее, значит, она вся вот такая подвижная. Она может и сидеть и так делать, и так. Всяко разно. Как это захочет. все тот же самый пластик, да? Да, вот это, да, полностью из пластика сделано. Ну, как вы сказали, это уже дорогой вариант, да? Да, это такие куклы дорогие, конечно. Здесь и очень много работы. Все внутри специальные такие вот резиночки, да, сделаны на крючочках. Посмотрите, видите, резиночка внутри. То есть достаточно кропотливая работа, да? Да, это очень сложно, но все равно. Это вот первая моя кукла такая, может быть, не складная, но все равно любимая уже. Вот. Все это, одежда тоже шьется, все такое маленькое. Я вообще шить не умела. Но все это как-то вот попробовала, потихоньку учусь. То есть вы, работая с куклами, вы и скульптор, да, и дизайнер, и обувщик, и художник по росписи, да? Да, то и есть швея. И швея, а еще и вы из волос все парики можете сделать, да?
То есть вас... И парикмахер. И парикмахер, да. Вас, то и есть, визажист еще. И визажист еще. То есть вот сколько профессий сочетает в себе мастер по изготовлению кукол. Дорогие друзья, на этом время нашего эфира подходит к концу. Мы хотели бы поздравить вас с новогодними праздниками. Спасибо. Спасибо, что дарите нам вот эту сказку, вот это некое такое, знаете, детство даже, да, в глубине души. Мы все дети, и мы желаем вам, конечно же, творческого вдохновения, побольше благодарных покупателей, ну и, конечно, творите, потому что у вас это получается отлично.